вот ожоги на ручках, на ножках ожоги. Ушко тоже. Ушко у нас вот. По пути в дороге у меня ребенок на руках уснул, я сидел сзади. Жена сидела спереди, бывшая жена, и Саша сидел за рулем. И мы ехали. Егор уснул. То есть уже поздно, ну час ночи где-то был. Он уже спать хотел, уснул на руках у меня. Саша, Егор, вставай, типа, хватит спать. Я говорю, Саша, пусть ребенок поспит, устал. И матом на меня, как даешь, даже начал заступаться. Он его в наглую забрал у меня вот прям с рук. Вот так он лежал. Он его поднял, поставил спереди. Вот между сиденьями есть же вот это место. Туда поставил его, и все, он там стоял. Он ему не разрешал спать. А когда я начал заступаться, он меня избил прямо в машине. Когда мы первый раз увидели маму ребенка, да, то, вы знаете, мы думали, может быть, с ее стороны будет такое, знаете, раскаяние, там, она будет переживать, да, о том, что случилось. Но вы знаете, когда мы увидели, что с ее стороны такое абсолютно безучастное такое состояние, да, позиция, ноль эмоций, ноль переживаний, я, конечно, поняла, что насколько в опасной, вот тогда я поняла, что действительно насколько в опасной ситуации находился Егор в те дни, вообще на протяжении всей своей жизни, ему всего 1 годик и 8 месяцев. И потом только я поняла, почему он стал жертвой таких обстоятельств. Потому что до этого я не могла, знаете, представить, что же могло такое случиться, что помешало родителям, да, защищать его, скажем, в нужный момент. Даже во время войны там родители, да, защищали, значит, своим телом, да, своих детей, чтобы их защитить, скажем, оставить их живых. А может быть, у матери просто какое-то психическое расстройство или просто нелюбовь к ребенку? Вы знаете, вот по внешним признакам я видела, что, как бы сказать, что психическое расстройство нет, оно на данный момент мы потом после видели, она такая вполне адекватная, адекватный человек, она понимает, что она делает, она, как бы, да, и по ее действиям видно, что она такая вполне психически здоровый человек. Это просто это преступное отношение к своему ребенку.